2 апреля в 14:00 в эфирах Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии и Тавана радио заседание рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Все вопросы вы можете задать по телефону 260036, код 8352, с 14 до 15:00. Телезрители, радиослушатели и все, кто нас смотрит и слушает на необъятных просторах интернета. Сегодня заседание рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики проходит в прямом эфире. Сложившаяся в связи с угрозой распространения этой инфекции ситуация в Чувашии и в целом стране вызывает, конечно же, массу вопросов у населения. Так, например, только за эти 3 дня на горячую линию по вызову волонтеров позвонило 218 человек. На горячую линию Министерства здравоохранения Чувашской Республики 910. Вопросов много, и вопросы все разные. Они и бытовые. Есть вопросы, которые касаются даже мировой экономики. И вот сегодня мы попробуем ответить хотя бы на часть этих вопросов. И сейчас я хочу представить участников нашей сегодняшней программы. Салаева Алла Леонидовна, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, председатель рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Моторин Иван Борисович, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. Анисимов Михаил Владимирович, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Степанов Владимир Геннадьевич, министр здравоохранения Чувашской Республики. Елизарова Алена Геннадьевна, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики. Митрофанов Юрий Николаевич, начальник управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Чувашской Республики. Ашнин Олег Константинович, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике. Прокопьева Елена Геннадьевна, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике. Алексеев Сергей Валерьевич, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской Республики. Ладоков Алексей Олегович, глава администрации города Чебоксары. Силова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации главы Чувашской Республики, начальник государственного правового управления главы Чувашской Республики. Еще у нас должна подъехать Чепрасова Ольга Викторовна, ждем ее. Начинаем. Алла Леонидовна, конечно же, первый вопрос к вам, как к руководителю рабочей группы. Какая обстановка на сегодняшний день в Чувашской Республике, как осуществляется связь с муниципалитетами, и вот это вот самое основное, наверное, то, что тревожит нас сегодня. Конечно, еще раз добрый день. Первично, на чем стоит обратить внимание, что да, при оперативном штабе, который возглавляет глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев, создана рабочая группа, в которой входят, собственно, практически все присутствующие. И ее основная задача – это эффективная координация этих действий, ответы на вопросы, которые возникают в рамках этой сложной ситуации, и быстрое реагирование. Фактически в ежедневном режиме у нас проходит также видеоконференц-связь с главами муниципалитетов. Безусловно, мы владеем ситуацией, которая происходит на местах на территории всей республики. В каждом муниципалитете, в каждом районе созданы рабочие группы, созданы свои оперативные штабы. Ну и с 27 марта у нас на территории работают мобильные бригады, которые состоят из представителей и сотрудников МВД по Чувашской Республике, Центра гигиены, Роспотребнадзора и администрации муниципалитета. Для чего это создано? Для того, чтобы выявить тех лиц, которые относились к первой группе риска, кто приехал к нам, до этого посетив другие страны, и изначально они попадали в группу риска, которые могли привести к сложной эпидемиологической ситуации у нас в республике. Что касается ситуации по здравоохранению, думаю, что всех это действительно интересует сейчас. В оперативном режиме я хочу предоставить слово Владимиру Геннадьевичу, министру здравоохранения, потому что у него как раз самая актуальная информация. У нас есть изменения, которые произошли в течение сегодняшнего дня. Пожалуйста, Владимир Геннадьевич. Добрый день.
Но до сегодняшнего дня ситуация в республике была стабильной. Она и сейчас остается стабильной. Но вот по состоянию на 2 апреля, сегодня в частности, подтвержден 2-й случай коронавирусной инфекции в республике. Гражданка Российской Федерации, зарегистрированная в городе Нижневартовск, проживающая и работающая в городе Москва, прибыла сегодня на территорию республики. Будучи в Москве, пациентка заболела, была вызвана скорая медицинская помощь, был взят анализ. И, не дождавшись результата анализа, нарушив режим изоляции, самостоятельно пациентка прибыла в город Чебоксары. Повод и причины прибытия в наш город пока неизвестен, уточняется сотрудниками полиции. С Москвы поступил звонок данной пациентке о том, что у нее положительный результат. И, соответственно, своевременно она, вызвала скорую медицинскую помощь. И с соблюдением всех необходимых мероприятий, в соответствии со всеми приказами и протоколами, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи, где и находится на сегодняшний день. Также силами медицинских работников и сотрудниками полиции отрабатывают сейчас все контакты, которые, вероятно, возможно, были у данной пациентки. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, сохраняется легкий кашель, получает необходимое лечение. В связи с этим еще раз хотелось бы обратиться ко всем гражданам, обратиться к вашей гражданской ответственности, в конце концов, к совести, к ответственному отношению как к своему здоровью, так и к здоровью всех окружающих. То есть, если вы почувствовали какие-то признаки заболевания, если вы были в контакте, если вы приехали за границу, своевременно сообщить об этом медицинским работникам службы Роспотребнадзора и принять все необходимые меры, чтобы не было дальнейшего распространения данной инфекции. Вкратце на оперативной обстановке у меня все. Если будут вопросы, готов ответить. Тогда, наверное, слово Юрию Николаевичу Митрофанову, с вашего позволения. Добрый день. Одна из новых задач сегодня установление лиц, которые прибыли на территорию Российской Федерации и которые должны обеспечивать и осуществлять обязанности по обязательной самоизоляции в течение 14 дней с момента пересечения границ Российской Федерации, а также последующим для осуществления контроля за их нахождением по месту самоизоляции. С 1 марта на территорию Российской Федерации въехало больше 6 тысяч граждан, которые зарегистрированы у нас в Чувашской Республике. В основном они прибывали из Турции, Таиланда. Если говорить на сегодняшний момент, то у 4600 лиц срок 14-дневный уже истек. Сегодня на контроле остается 1400 лиц, которые находятся на контроле органов внутренних дел, на контроле органов местного управления, Роспотребнадзора. В целях обеспечения ежедневной и плановой работы по обеспечению контроля, выявлению новых лиц как раз были созданы, как уже было отмечено, 27 марта мобильные группы, куда входят представители всех основных ведомств и органов местного управления. Могу доложить, что только за вчерашний день было создано 38 мобильных групп по республике. В результате им было охвачено более чем 570 адресов по проверке лиц данной категории. Хочу напомнить всем, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон 26 00 36. Вы можете задавать любые вопросы, на которые вы сможете сегодня, прямо сейчас здесь, получить ответы. До того, как мы объявили, что будет у нас проходить прямая линия, уже начали поступать вопросы. Почему мы решили организовать вот эту прямую линию? И вот часть вопросов, наверное, уже можно сейчас, озвучить. Конечно же, как я уже сказала в начале, много бытовых вопросов. И самый первый, самый главный вопрос, который задавало большее количество позвонивших, это почему отсутствуют маски медицинские, почему в аптеке очень сложно купить. Наверное, вот, Алла Леонидовна, начнем с этого. Начнем, как говорится, с самого начала. Иван Борисович. Наверное, этот вопрос адресован Министерству экономики, которое я возглавляю. Всех радиослушателей в первую очередь совершенно верно волнует, где можно купить защитные маски, волнуют вопросы стоимости этих масок и почему они резко стали недоступны в период пандемии коронавируса. К
сожалению, этот вопрос затронул практически все регионы Российской Федерации. Сегодня мощности промышленности, производящей защитные маски, оцениваются по всей России около 2 миллионов штук в день. Но мы понимаем, что у нас россиян 150 миллионов, и при тех рекомендациях по смене масок мы понимаем, что мощности слишком малы для обеспечения их масками населения и Республики Российской Федерации. Сегодня по поручению и президента Российской Федерации, и по поручению председателя правительства Минпромторг России организовывает работу по производству масок и по возможности закупки их за границей. Ну, в частности, Китайская Народная Республика оказала помощь Российской Федерации в выделении 30 миллионов масок, и часть из этих масок поступит в том числе и в Чувашскую Республику. Откликнулись наши предприниматели. Сегодня уже 12 организаций осуществляет пошив масок, и мы вышли уже на порядка 40 тысяч масок в день производства, и планируем в ближайшие недели довести до 100 тысяч масок в день. Я думаю, что с учетом тех решений, которые принял правительство Российской Федерации, и с учетом наших мощностей, мы данную проблему в ближайшие недели постараемся закрыть. Маски сегодня предприниматели шьют разные, от марлевых повязок до масок, которые могут многоразово использоваться. Сегодня цена варьируется от 50 до 150 рублей. Поэтому мы размещаем сейчас информацию на сайте, где, в каких местах можно приобрести эти маски. Ну, я думаю, что возможности будут с каждым днем расширяться. Вопрос тоже был такой. Кто контролирует стоимость масок? Данная продукция не контролируется со стороны надзорных органов по стоимости. Сегодня с учетом запуска новых производств пошива масок, естественно, мы отталкиваемся от той стоимости материала, стоимости швейных работников. И сейчас министерством организован мониторинг, и при завышении стоимости мы будем вместе с ФАСом России анализировать ситуацию. Если будут требоваться принятие каких-то надзорных решений, мы с надзорными органами будем принимать решения по отношению к продавцам, производителям. Но на сегодняшнем этапе, к сожалению, главная задача – это организовать пошив достаточной массы, возможность обеспечить население. По цене, я думаю, что вот недели через 2 мы данный вопрос уже будем более строже реагировать на те сообщения, которые поступают от жителей Чувашской Республики. Ну, здесь, наверное, да, Иван Борисович, единственное, что следует добавить, была большая проблема еще и с масками для медицинских работников. И сегодня фармации и наши предприятия «Хлопковый рай» ежедневно выпускают маски. Эти маски в ежедневном режиме передаются в наши медицинские учреждения. И на прошлой неделе в результате поездки Олега Алексеевича в Москву в Минпромторг. Мы понимаем, что через 7 дней в Чувашию поступит более 326 тысяч масок, которые также будут уже в том числе реализовываться и через аптечную сеть. Совершенно верно. Это те маски, которые централизованно поступили в Российскую Федерацию, и Минпромторгом распределяется по субъектам Федерации. Ну, данный вопрос главой республики в своей командировке был решен на прошлой неделе. Совершенно верно. Следующий вопрос. Что делать, если работодатель заставляет выходить на работу, несмотря на объявленные выходные? Алена Геннадьевна, наверное, это к вам все-таки вопрос. Здесь нужно в первую очередь обратить внимание на указ президента Российской Федерации номер 206, который был издан еще 25 марта текущего года, и которым определяется перечень работодателей, точнее, перечень работников, скажем так, которые должны продолжать свою трудовую деятельность в период с 30 марта по 3 апреля, которые объявлены были нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы. Если работник, скажем так, осуществляет свою трудовую деятельность в тех организациях, которые, согласно указу, должны продолжать свою работу, то
Здесь однозначно, значит, нужно продолжать свою трудовую деятельность у работодателя. Если же организация, где трудится работник, относится к тому перечню, не относится к исключительному перечню, то здесь должны быть предоставлены нерабочие дни. Уход всех работников на нерабочие дни должен быть оформлен соответствующим локальным нормативным актом работодателя. Спасибо. У нас есть звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Это прямая линия? Да, конечно, ваш вопрос. Просто я вот смотрю прямой эфир, по-моему, я не вижу в эфире. Первый вопрос, девушка, такой. Алло. Да, мы вас слушаем. Первый вопрос, значит, смотрите. Мы являемся многодетной семьей. Я являюсь частным предпринимателем индивидуальным, да, вот у меня, значит, когда народ начал скупать гречку, у меня магазин детских товаров. То есть практически все перестали покупать детские товары, никому не нужен стал мой ассортимент. Соответственно, с 28 марта я, как и все, ушел на карантин, вот, и мы остались полностью без дохода, наша семья. Вопрос. Алло, слышно меня, да? Да, Здравствуйте еще раз. Вопрос в чем? Смотрите, первый вопрос. Вот по поводу 5000 как многодетная семья. Когда эти деньги выплатят в конце концов? Почему в нашей республике ничего не выплачивается семьям с детьми до сих пор? Надо доказывать свою трудную ситуацию, как мне это объясняют, да? То есть получается, вот у нас сейчас нет дохода полностью. Это первое. То есть никаких денег, грубо говоря, завтра мне не на что будет покупать продукты детям. Мы услышали. Это первый вопрос. Да. Второй вопрос касаемо ипотеки. Вот сказали, что будут предоставляться кредитные каникулы. У меня ипотека в Акбарсбанке. Я сегодня позвонил в банк, попросил мне предоставить каникулы, на что мне ответили, что я должен быть болен коронавирусом. Только в таком случае они мне предоставляют ипотечные каникулы. Я говорю, мне нечем платить ипотеку. Они говорят, приезжайте в банк, вы напишите заявление в произвольной форме, мы вам дадим список документов, которые вы должны собрать. Я говорю, где я буду собирать, если все закрыто? Они говорят, такое условие банка, мы вас услышали, извините. Это нормально вообще? Алина, кто будет отвечать на вопрос? Мне кажется, на первый вопрос, да, Алена Геннадьевна? Вам сейчас на первый вопрос по поводу выплаты вам, как многодетному отцу, ответит министр труда. Пожалуйста, Алена Геннадьевна. По поводу выплат отметим, что все республиканские пособия, которые получают многодетные семьи, они будут и дальше выплачиваться автоматически. Продление сроков предоставления этих выплат также, повторюсь, будет автоматически. Никаких документов не нужно представлять. Здесь речь идет о пособиях на ребенка. Что касается выплат... Я имею в виду путинские деньги, которые вот пообещал, он там сказал, по 5 тысяч каждой семье многодетной. У нас младшему ребенку год и 7. Вот мы с 1 апреля сказали, будут выплачиваться. Почему до сих пор в республике их не выплачивают? Пенсионный фонд в частности. Что касается выплат 5000, о которых вы говорите, действительно, они будут перечисляться через Пенсионный фонд Российской Федерации. В настоящее время на федеральном уровне должно быть принято соответствующее постановление правительства Российской Федерации, определяющее порядок перечисления этих средств. Республика в данном вопросе не вправе принимать каких-то документов и перечислять средства, скажем так, Алена Геннадьевна, без мне кажется, соответствующих... здесь важно, сейчас, вы простите, мне кажется, здесь важно объяснить, что выплата с 1 апреля, но фактическая выплата будет позже. Да, фактически выплата будет позже, после того, как будет принято соответствующее Сроки постановление. какие? До правительства какого числа? Российской Когда Федерации. начнется выплата? У нас не может быть сейчас этих сроков, потому как решение на уровне правительства России. Вот по поводу второго вопроса, скажите мне, пожалуйста, вот реально насущный. Вот мне чем сейчас платить кредиты, если мне завтра дети я не смогу объяснить, что я не смогу им покушать купить, мне что идти грабить или что мне на ваш делать? вопрос Иван Борисович Моторин ответит. Буквально сегодня проводил ВКС заместитель председателя правительства Хуснуллин.
который курирует строительную отрасль, ипотечные вопросы. И вот один в один вот этот вопрос поднимался. Во-первых, что ипотечные каникулы необходимо распространить не только больных коронавирусом, а именно на людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию. И буквально вот в ближайшие дни готовится целый пакет мер, в том числе по вопросам продления каникул по выплате ипотеки на уровне правительства Российской Федерации. И ориентировочно он на следующей неделе будет принят, и что станет обязательным по отношению ко всем банкам Российской Федерации, в том числе и банку Акбарс. Мы эти решения ждем, и я думаю, что они удовлетворят вас. Спасибо, Иван Борисович. Еще есть у нас такой вопрос. Где можно сдать анализ на коронавирус? И сразу же, бесплатно ли его делают? И сколько готовится анализ? Вот этих вопросов было очень много. Владимир Геннадьевич, наверное, это все-таки лучше вас никто не ответит. Ну, на сегодняшний день, если говорить о сдаче анализов на коронавирус, нужно разделить, во-первых, категорию пациентов или жителей республики на две категории. Это так называемые подозрительные, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по коронавирусной инфекции. И наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Это вот первая группа. И вторые пациенты – это те, которые хотят сдать анализ и хотят узнать о своем состоянии, есть ли у них эта инфекция или нет, так называемые условно здоровые люди. Но для здоровых, значит, сдать анализы на инфекцию можно при следующих условиях. Если это житель без признаков ОРВИ и гриппа, неконтактность с зараженными и приехавшим из неблагополучных семей регионов, и на момент сдачи прошло более 14 дней с приезда из зарубежных стран. Значит, на сегодняшний день у нас функционирует лаборатория Центра гигиены Роспотребнадзора, где проводятся все эти исследования. Также в дополнение подключился Центр СПИД со своей лабораторией, где сейчас тоже можно будет сдать анализы. Но, опять-таки, надо понимать, что забор материала проводит только медицинский работник. Для того, чтобы сдать анализ, вам нужно позвонить и обратиться в поликлинику, после чего медработник произведет забор материала и направит в соответствующую лабораторию. Мощности лаборатории сегодня в день способны выполнять порядка 550. Поэтому весь порядок определенный. Есть информация и на сайте Министерства здравоохранения, кто может сдать, в какие сроки и каким образом. Ну, то есть первичное – это обращение к поликлинике. Совершенно верно. Если вы себя начинаете чувствовать сложно, у вас появляются какие-то подозрения, то, конечно, надо в первую очередь обращаться к медицинским работникам и, исходя из этого, или сразу исключение диагноза, который вас беспокоит. И сейчас и обсуждается история, что мы больше себе даже зачастую придумываем. И начинаем искать в себе те или иные симптомы. То есть первичный медицинский работник, и после этого уже выстроена система анализа и получения достаточно в оперативном режиме результата. Еще раз напоминаю, телефон нашего прямого эфира 260036. Вопрос. Куда можно сообщить о факте распространения недостоверной информации о коронавирусе? Кто у нас, Ольга Юрьевна? Отвечу, начальник отдела информации и общественных связей Чувашской Республики Ашин Олег Константинович. В случае, если вам стало известно о том, что распространяется недостоверная информация, связанная с коронавирусом, как у нас не так давно были случаи, когда якобы в дом входили неизвестные люди и использовали газовый баллончик для того, чтобы ограбить жильцов под видом дезинфекции от коронавирусной инфекции. Конечно, это была, скажем так, фейковая информация, которая достаточно серьезно беспокоила наших граждан. И подобные фейки достаточно быстро распространяются по всей стране. В случае, если вы стали очевидцем такой информации, можно обратиться непосредственно 02, либо 102 по сотовому телефону, собственно, в полицию. И будет проведена проверка. Следует отметить, что сейчас достаточно жестко законодатель ввел санкции в отношении фейковых новостей. Так,
согласно статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях за распространение в средствах массовой информации заведомо недостоверной информации либо в сети интернет влечет достаточно серьезное наказание в виде административного штрафа на юридических лиц до 3 миллионов рублей. А на частное лицо? Ну, частное лицо, ведь в основном они размещают ту или иную информацию. Пожалуйста, Лариса Владимировна. Отвечая на ваш вопрос, для граждан штраф будет от 15 до 40 тысяч рублей. То есть штраф предусмотрен? Да, штраф предусмотрен. И необходимо отметить, что данные изменения и Кодекса об административных правонарушениях, и, кстати, изменения Уголовного кодекса, который тоже содержит 2 новых статьи о фейковых новостях, они вступили в силу со вчерашнего дня. Уважаемые радиослушатели, данная ответственность вступила в силу с 1 апреля 2020 года. Спасибо. Много вопросов, которые касаются деятельности волонтеров. Как вызвать волонтера? С какими просьбами можно обратиться к волонтерам? Но мне кажется, вот даже сейчас мы видим, да, у нас представлен сайт, который создан буквально был на прошлой неделе, «Время помогать». И создана горячая линия по волонтерам 26 11 11, но это в основном целевая аудитория старше 60. Вот по тем звонкам, как организована служба, наверное, Михаил Владимирович, вы прокомментируете, сколько вообще звонков поступило, насколько необходимо и готовы ли наши жители Чувашии, чувствуют ли они, что настало время помогать? Вот, уважаемые коллеги, да, в эти времена мы все с вами должны сплотиться и не только думать о себе, но и помогать тем, кто окружает нас. На сайте вместе.kap.ru доступна вся информация по волонтерскому движению в Чувашской республике и о том, какую пользу вы, как граждане, можете принести. На этом же сайте вы можете зарегистрироваться в качестве волонтера и попадаете в общую базу, исходя из которой вас будут привлекать к выполнению и доставке продуктов и медикаментов. Нужно отметить о том, что это существует и телефон горячей линии по вызову этих волонтеров 8 800 201 32 60. Телефон работает с 8 утра до 19 часов без обеда, без выходных дней. Обратившись по этому телефону, любой гражданин старшего возраста, в возрасте от 60+, может вызвать волонтеров для того, чтобы ему достали продукты питания и лекарственные препараты. Все, да, Михаил Владимирович? Есть такой вопрос. В чем разница между карантином и самоизоляцией? Вот Владимир Геннадьевич или Лариса Владимировна, кто ответит на этот вопрос? Или Роспотребнадзор? Тогда Елена Геннадьевна. Спасибо за вопрос. Но самоизоляция – это когда люди находятся в домашних условиях. Это более мягкий такой режим. А карантин вводится при регистрации случая инфекционного заболевания или в случае контакта с больным с инфекционным заболеванием. И третье – это когда есть подозрение на инфекционное заболевание. И вот, как уже было отмечено, за нарушение этого карантинного режима применяются более жесткие меры наказания за нарушение карантинного режима. Сегодня главные редакторы, которые звонили к нам, говорили о том, что начали поступать какие-то непонятные звонки, о том, что люди спрашивают, когда будут выдавать пропуск на личные автомобили, чтобы ездить в городе Чебоксары и в Новочебоксарске. Вот то ли это фейк, то ли это вот что-то другое. Алексей Олегович или Ольга Викторовна, или МВД у нас Олег Константинович. Прокомментирую эту ситуацию. У нас в Чувашской республике указом главы от 28 марта 2020 года гражданам рекомендовано ограничить поездки, соблюдать дистанцию, ну и ряд мер, в том числе выходить на улицу. Рекомендовано. Органы внутренних дел каких-либо санкций применять к таким гражданам не будут. Будет привлекаться к административной ответственности лицо по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это тоже новая, скажем так, санкция, которая вступила в силу с 1 апреля, со вчерашнего дня. В этой ситуации граждане, которые находятся в режиме карантина, которые либо заболели, либо общались с заболевшими людьми, в течение 14 дней находятся, им предусмотрено наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Это при условии, если это не привлечет каких-либо иных тяжких последствий. Соответственно, гражданам,
которые хотят просто выйти погулять на улицу, меры административного законодательства применяться пока не будут. Но нужно понимать, что все это рассчитано на сознательность граждан, что каждый выход на улицу человека подразумевает определенные контакты. И с кем вы встретитесь, с кем вы будете контактировать, и кого впоследствии заразите, никто из нас сейчас не знает. Понятно. Да, конечно, Лариса Владимировна. И все-таки вот в части вопроса обязательности карантина, если выдано предписание о нахождении в обсерватории или дома, и в отличие от просто простого режима самоизоляции, я хотела бы дополнить, что федеральным законом номер 100 от 1 апреля текущего года введена статья в новой редакции, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил. И так вот, граждане, которые будут нарушать режим карантина при наличии предписания Роспотребнадзора, то санкция в разы увеличена. Если ранее гражданин подвергался штрафу в размере до 80 тысяч, то на сегодняшний день штраф будет до 700 тысяч рублей. И, значит, еще изменение ограничения свободы на срок до 2 лет. Спасибо. Ну, вот еще добавить тоже можно, да? Конечно, Сергей Валерьевич. Вот в части того, что у нас распоряжением главы был введен режим повышенной готовности, и, соответственно, да, как раз новый пакет мер, который был принят нашим президентом, тоже устанавливает административную ответственность. Это как раз введена новая статья тоже, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. Как раз там написано, что невыполнение мер при введении режима повышенной готовности. То есть уже у нас уже есть готовая административная статья, да, которая в настоящее время, если граждане или юридические лица не будут соблюдать, возможно уже привлекать их к ответственности. То есть тут уже необходимо действовать уже нам. По какому режиму работает общественный транспорт в период самоизоляции и в период карантина? Наверное, городоначальники наши должны ответить. Добрый день, уважаемые горожане. В период режима самоизоляции мы действительно снизили количество пассажирского автотранспорта на территории города. До 28 марта ежедневно в рейс выходило около 500 автобусов и троллейбусов. После введения режима повышенной готовности количество пассажиров сократилось в 3 раза. То есть мы видим, что люди ответственно подошли к выполнению режима самоизоляции. Соответственно, количество пассажиров снизилось. Мы снизили и количество автотранспорта. Сегодня его работает около 200 единиц. То есть около 40% от обычного буднего дня. И с 1 апреля мы установили следующий график. В период времени с 6 утра до 9 утра, а также с 15 до 18 транспорт ходит по графику выходного дня, а в период с 9 до 15 и с 18 до 21 часа интервалы движения увеличены от 20 до 40 минут. Мы призываем не перемещаться без острой необходимости по городу и выполнять режим самоизоляции. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы на прямой линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Хорошо. Здравствуйте еще раз. Где можно приобрести маски? Просто маски. Снова возвращаемся к вопросу. Да, мы начинаем с этого вопроса. Да. Иван Борисович. Ну, как я уже сказал, у нас сегодня 12 компаний производят маски, ну и, соответственно, они их реализовывают. Можно купить их на фабрике Пике во всех фирменных магазинах. Сегодня продает чулочно-трикотажная фабрика, и вы, если проезжали по улице Калины, вы видите, там люди стоят, ждут, покупают эти маски. Продаются в хлопковом рае. В ближайшее время... Хлопковый рай. И в ближайшее время вот те маски, которые поступят в республику, и будем наращивать производство масок и сертифицируем их как медицинские, то они будут уже поступать в аптечную сеть. Спасибо. Давайте дополним. Чулочно-трикотажная фабрика на сегодняшний день, да? Вот специально перед этим совещанием дал поручение проект. Где адрес? Скажите, пожалуйста. Сейчас вам подскажем. Послушайте. Значит, тот Пике продает сегодня Ленина 7,
Максима Горького, 40/1, проспект 9 Пятилетки, 16/1, Калинина, 68. В наличии маски есть. Ежедневная продажа около 100 штук. Если вы не успели записать, то наши операторы с вами свяжутся и продиктуют вам все адреса, и вы непременно купите маски. Кроме этого, еще есть несколько адресов. Я считаю, что после этого совещания нужно будет баннер сделать, повесить, разместить, где можно купить их в розницу. Не оптом, а в розницу. Адреса эти у нас имеются. Алексей Олегович, и сразу тоже еще один вопрос. Многие говорят о том, что автобусы дезинфицируют плохо или вообще не дезинфицируют общественный транспорт. Где миф, где реальность? Претензии со стороны пассажиров, наверное, обоснованы, но задача стоит жесткая – проводить дезинфекцию всего пассажирского транспорта. У нас есть и троллейбусы, и автобусы дезинфицируют, но, наверное, есть те предприниматели и водители, и сотрудники автотранспортных предприятий, которые не ответственно к этому подходят. Поэтому мы совместно с Роспотребнадзором еще раз вручим предписание всем собственникам транспорта и перевозчикам для обязательного исполнения инструкций. У нас есть вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Викторина Надежда Александровна. У меня такой вопрос. Имеются ли какие-либо ограничения для въезда в Республику Чувашия частному лицу из другого региона на постоянное место жительства, имеющего частную собственность в городе Новочебоксарск, но не имеющего регистрацию по прописке? Спасибо. Надежда Александровна, ограничений никаких не имеется. Имеется? Не имеется ограничений. Никаких ограничений. Пока не имеется, да? Нет. Можно спокойно человеку ехать, потому что у меня муж рассчитался вот 2 недели назад и сейчас собрался ехать сюда. Ну вот переезжает он. Я-то уже год тут проживаю, мама инсульт, я ухаживаю за ней. А я теперь с этой ситуацией коронавируса переживаю. Вдруг ограничения есть из одного региона в других вот регионах? Тут пока нету, да? Надежда Александровна, на сегодняшний день никаких ограничений ни для въезда, ни для выезда не имеется. На сегодняшний день. Но еще раз обращаю внимание на сегодняшний день. Потому что завтра, послезавтра ситуация, она в любой момент может поменяться, но на сегодняшний день ограничений нет. Спасибо. Еще вопросы, которые тоже касаются дезинфекции, но здесь уже подъездов. Ольга Викторовна, может быть, вы расскажете, опытом поделитесь Новочебоксарска? Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Новочебоксарске проводится дезинфекция всех подъездов. Ежедневно управляющие компании и товарищество собственников недвижимости отчитываются в администрацию о проделанной работе, о том, сколько подъездов они продезинфицировали. У нас были и обращения жителей, которые сказали, что они не видят, как дезинфицируют подъезды. Информацию об этом мы разместили на официальном сайте с соответствующими фоторепортажами. Сегодня у нас Новочебоксарское кабельное телевидение выехало в рейд посмотреть, как проводится эта работа. И действительно работа была невидима, потому что старались проводить дезинфекцию подъездов с 5 утра до 7 утра, пока люди не ходят. Но теперь мы будем делать это в дневное время, поскольку люди, в принципе, не должны покидать квартиру. У вас процент какой охвата дезинфекции подъездов по городу? Пока у нас 60%, мы нарастим эти объемы. То есть работа под контролем. Понятно. Вопрос. У нас есть вопрос по прямой линии. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы услышать ответ на такой вопрос. Все ли предприятия обязаны освобождать своих работников в возрасте более 60 лет? Или это идет на усмотрение предприятия, руководства предприятий? Спасибо. Алена Геннадьевна. Добрый день. Здравствуйте. По поводу освобождения от работы, еще раз повторюсь, это регулируется указом президента Российской Федерации, в котором говорится о том, что должны работать в этот период определенный круг организаций. Здесь речь не идет о возрасте работника. Поэтому в данной конкретной ситуации этот вопрос должен решаться между работником и работодателем.
Ну вот хорошо, у меня тоже. Я думаю, что вопрос-то ведь еще, почему такая путаница и так много вопросов? Потому что мы рекомендуем работодателям, лицам старше 60 лет находиться дома и занимать режим самоизоляции. Может быть, здесь идет подмена понятий. Вот если человек старше 60 лет, а его работодатель не отпускает домой, а он считает, что это неправильно, его действия какие должны быть? В данной ситуации мы рекомендуем все-таки решать этот вопрос по соглашению с работодателем, поскольку рекомендуется, конечно, гражданам категории 60+, да, оставаться дома. И здесь, опять же, рекомендуем работодателям организовать труд работников, которые относятся к группе повышенного риска, в дистанционном формате. Все-таки здесь нужно идти навстречу к работнику и стараться минимизировать риски. И организовать работу, еще раз, дистанционно. Ну вот смотрите, у нас пока на уровне республики все это носит рекомендательный характер, поскольку вот эти категория 60 лет и старше, это являются предполагаемые лица, которые могут быть подвержены заболеваниям. Да? В настоящее время тоже к нам поступают такие обращения вот, по телефону. Мы тоже и объявляем предостережение юридическим лицам о том, чтобы они приняли меры либо к непосредственному самоизоляции этих лиц и работе дистанционно, либо непосредственно прекратили деятельность организации. Потому что у нас бывают такие случаи, что сейчас ряд организаций, несмотря на установленные запреты, продолжают свою работу. Ну вы как прокуратура, какие санкции примените к работодателю, который не отпускает на самоизоляцию? В настоящее время мы объявляем предостережение по этому вопросу, но если уже после этого не будет принято никаких мер, уже будем рассматривать вопрос о применении там каких-то других, более строгих мер. Спасибо. 1 апреля сотрудники полиции, которые несут службу на улицах, начали беседовать с гражданами как раз категории 60+, и выяснять обстоятельства, по какой причине граждане вынуждены находиться в общественных местах, то есть местах, которые могут представлять ту или иную опасность быть зараженным. Мы данный результат обобщаем и представляем как раз в администрацию главы республики для обобщения, как раз какие работодатели, где граждане работают и вынуждены приходить на работу. То есть для анализа, систематизации и так далее, и так далее. То есть работу мы будем продолжать в плановом режиме. Спасибо. Владимир Геннадьевич, здесь есть несколько вопросов к вам. Какое количество инфицированных в среднем тяжелом течении и тяжелом течении болезни способна принять медицина республики одновременно? И еще вопрос. На сегодняшний день сколько в республике исправных аппаратов ИВЛ и ЭКМО? У нас сейчас есть звонок, туда чуть попозже ответите, чтобы человек у нас не ушел с прямой линии. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хочу задать вопрос от лица нескольких индивидуальных предпринимателей по поводу сложившейся ситуации в регионе. И хочется услышать какие-то комментарии, может быть, даже решения, как дальше работать в направлениях таких, как ритуальные услуги, автосервис и так далее. Потому что звонили в большое количество служб, такие как прокуратура, администрация. Никто нам четкого ясного ответа не смог дать, ни Роспотребнадзор. Хотели бы какой-то, не знаю, может, корректировку услышать, либо готовый какой-то ответ, как работать дальше. В правовом поле, естественно. Спасибо за вопрос. Иван Борисович. Данный вопрос, наверное, волнует большую часть предпринимателей и предприятий. Мы, конечно, руководствуемся указом президента, в котором сказано о тех категориях, кто сегодня может работать. Это предприятия, выпускающие продукцию первой необходимости, это торговли и предприятия непрерывного цикла. Но здесь я еще раз говорю, в каждом случае надо смотреть индивидуально данный вопрос. Четких разъяснений, таких понятных, доведенных, соответственно, в первую очередь, наверное, правительством Российской Федерации, на сегодня пока нет. Мы ждем, с учетом завершения этой недели, я думаю, что в выходные, получив эти разъяснения, дадим их официально на сайте и, соответственно, доведем до общественности. Благодарю вас. Спасибо. Владимир Геннадьевич, тогда кратко в завершении нашей прямой линии. Насколько готова общественность медицинская Чувашской Республики к не очень хорошему, если картина будет не очень хорошая в республике, не дай бог, постучим, чтобы все было хорошо у нас. Министерство здравоохранения и, как вы говорите, вся медицинская общественность готова к развитию любой ситуации. То есть мы имеем 3 сценария развития ситуации. То есть минимальный, так скажем, средний уровень опасности и высокий уровень опасности.
О чем это говорит? О том, что как кадровый потенциал, материально-ресурсный потенциал всех учреждений, и в частности те, которые определены для госпитализации лиц с коронавирусной инфекцией, подготовлены, оборудованы и готовы 100%. Ну, сегодня мы объезжали, в принципе, да, Владимир Геннадьевич, мы посетили вместе с нашим федеральным инспектором, с Геннадием Семеновичем, больницы, посмотрели готовность, уровень готовности, и я думаю, что да. Ну вот да, о чем говорит Алла Леонидовна, это те дополнительные койки, которые на сегодняшний день еще в дополнение к требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации развертываются на территории Чувашской Республики, которые, в принципе, тоже уже готовы. Медикаменты, запасы медикаментов тоже на складах фармации в достаточном количестве расходных материалов. Аппаратов, о чем звучал вопрос, на сегодняшний день уже более 422. Для сравнения, в Приморском крае этих аппаратов всего 277 было на момент начала эпидемии. Вот. Ну и благодаря, скажем, чуткому отношению и такому со стороны активно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Алексеевича, из резервного фонда еще выделено дополнительно 49 миллионов рублей, и плюс еще с федерального бюджета выделено 218 миллионов рублей на переоснащение, дооснащение и приведение соответствующих подразделений в тот вид, который должен быть для принятия пациентов с коронавирусной инфекцией. Спасибо. Вам есть что добавить, Алла Леонидовна, на завершение нашей прямой линии? Я думаю, что прямая линия в подобном формате, если горожане и жители республики оценят ее как полезную, мы еще будем повторять, потому что мы анализируем те вопросы, которые поступают в ежедневном формате на прямую линию. Если они будут повторяться, польза в том, чтобы вслух проговорить, тем более в таком компетентном составе. И главное, что несмотря на все меры, которые принимаются, и рабочая группа работает, и завтра состоится заседание оперативного штаба под руководством главы республики. Но здесь самое главное – это бдительность и правильное поведение со стороны самих жителей. И никто, кроме нас, лучше не позаботится о своих близких, если не будет нести и понимать степень ответственности и нести за это четкое понимание последствий. Вот, наверное, это все. Мы действительно сегодня должны беречь жизнь не только свою и своих близких, но и даже жизнь незнакомых нам людей. Всем спасибо за участие в нашей прямой линии. До свидания. До новых встреч.